Еще раз доброе утро всем, а мы продолжаем. И к нам присоединилась Тариева Лилия Увейсовна, профессор кафедры русского языка Ингушского госуниверситета. Доброе утро. Утро доброе. Во-первых, с праздником вас. Я надеюсь, у вас настроение тоже соответствующее. Спасибо, Фатима. Да, настроение хорошее сегодня. Это хорошо. Скажите, вот вы профессор кафедры русского языка. Также я знаю, что вы работаете в НИИ. У нас очень много известных славных дочерей Ингушетии, которые оставили свою лепту в истории нашего народа. И вы, я не побоюсь этого слова, делаете то же самое. Скажите, что из всей вашей работы, что вы можете отметить? Вот самое главное для вас. Да, вы, Фатима, правы. У нас очень много достойных ученых и в университете, и в научно-исследовательском институте. И у нас коллектив и женский, и мужская половина есть. Но сегодня речь пойдет, конечно, о женской половине. И если я начну сейчас перечислять, Фатима, фамилии, то это займет очень много времени. Там действительно работают люди, которые вносят серьезную, большую, я бы сказала, лепту в свое дело. Ну и если вы говорите о самом процессе работы, то мне всегда вспоминаются слова, когда один из известных, я не назову его философ, известных людей сказал таким образом: если вы выбрали дело по душе, вы никогда в жизни работать не будете. Работа для вас будет отдыхом. Поэтому я думаю, что с высоты своего возраста, что как раз я, наверное, вошла именно вот на эту, вошла в эту стезю. Мне так кажется. Хорошо, вот сейчас мне тоже вспомнились слова своего учителя русского языка. Она говорила, что Идрис Базоркин, в свою очередь, и в молодости говорил: по твоему разумению, по твоему поведению судят о твоем народе. И сейчас мы понимаем, что вообще у нас у ингушей принято, что женщина вот так говорят, что все идет от женщины. Скажите, вот роль женщины в ингушском обществе, вот какая она? Ну, и вы только что обозначили, что в семье она основополагающая с точки зрения воспитания ребенка. Потому что известно издревле, что с детьми остается мама, а отец выходит на работу, сегодня на работу, а раньше на добычу, пропитание, если бы это были древние времена. Поэтому мать проводит, женщина проводит основную часть своего времени с детьми. Даже если сегодня женщина работает, тем не менее она связана с детьми, она с ними, и от того, какая она в быту, какая она была и в детстве, и в юности, и в молодости, от этого зависит, какая она будет и в семье. И в семье мама должна быть достойной. И вот если говорить о нашей ингушской женщине, то она всегда была и пыталась быть достойным примером для своих детей. Я сужу по своим родителям, по своей матери, по бабушкам. И мне хочется сказать, что почему-то приходит на ум «Денул долуш калнах барыш», «Улканц калнах барыш» и «Боложи барыш», да, могла. Скажите, вот в чем заключается счастье для женщины? Вот если спросить у вас. Счастье – это когда у тебя в семье все благополучно, а потом уже на работе и так далее. В семье – это когда женщина счастлива со своими детьми и в своей семье. Если у нее там все благополучно, у нее все налаживается, и работа, и все остальные сферы деятельности ее жизни. Потому что когда у меня есть студенты, и они иногда случается, что они образуют семью, будучи студентами, и когда у них возникают ситуации в семье, выбор, какой-то процесс учебный или семья, там сын, муж и так далее, я всегда им говорю: выбирайте в пользу семьи. То есть семья вне очереди. Все наши гости сегодня это отмечают. Отлично. Хорошо, тогда, как мы знаем, вы в работе, НИИ, университет, студенты. У вас вообще хватает на семью? Ну, вы знаете, дочь моя уже выросла и уже студентка, и поэтому с этой точки зрения мне немного легче, не маленькая. Вот с этой точки зрения легче. Но мать, она чем отличается? Я не знаю, как отец, но я точно знаю, что мать, у нее, наверное, нет ни одного часа в день, когда бы она не думала о своих детях, о своем ребенке. Поэтому я думаю, что она и душой, и мыслями всегда связана с детьми, будь они маленькие или большие.
И с этой точки зрения женщина, она стоит во главе семьи, вот с этой точки зрения. Действительно, у нас еще такой менталитет, все об этом говорят, что женщина занимает особое место. Но многие сетуют, почему только раз в году уделяют женщинам внимание, что праздник – это формальность. Что вы скажете на это? Ну, вы знаете, если говорить о нашей женщине, об ингушской, у нее жизнь непростая. И не была простой, у наших родителей тоже. Непростая с той точки зрения, от нее очень много востребовано. Она должна подходить ко всему ответственно. И поэтому она в семье женщина, она уважаема и детьми. И я очень много раз замечала, что дети всегда становятся на защиту своей матери. Это обусловлено ее поведением, ее имиджем, ее, мы бы сказали, лерхом и лорхом, да, по-ингушски, которые она заслужила в этой семье. И поэтому всегда женщину надо поздравлять каждый день за то, что она есть. Мне кажется, что это дар. Не кажется, а, наверное, я где-то даже читала, что это дар Бога. От Бога мужчине на этой земле. Поэтому да здравствует женщина. О, как! Виват! Хорошо, спасибо вам за ваши мудрые слова. Вообще спасибо вам, что делитесь своими знаниями с нашим подрастающим поколением. Я хочу поблагодарить вас искренне за это. И такая небольшая приятность от нас. С праздником еще раз. Спасибо, Фатима. Очень приятно и очень красивые цветы. Спасибо и хорошего настроения. Благодарю вас, Фатима. А я напомню, что это утро меня с нами встречал профессор кафедры русского языка Ингушского госуниверситета Тариева Лилия Увейсовна.